что такое Олонхо? Это народное сказание, которое передается из поколения в поколение, из уст в уста. И сейчас мы вам хотим представить Олонхо. Крайняя обосьмея вода, бурями обуянная земля всего живущего мать. Предначертанно обетованная в отдаленных возникла веках, и оттуда сказание начинать. Коль стану я вспоминать, как старый Олонхо, ногу на ногу положив, начинал запев Олонхо на ночлеге у камелька. Продолжал рассказ до зари про давние времена. Чтоб уберечь народ срединной земли, чтоб стать защитой Уранхая Саха, с поводьями за спиной от темных сил, от представителей подземного мира, назначен был судьбой Джилгахан Тойоном, могучий богатырь с неземной силой, с несокрушимой волей, удалец молодой, о священной земли Ангалаской Аналас Боту. Пусть только подойдут со злым умыслом, с нечистыми помыслами, они наткнутся на мой кулак, на мои плечи могучие, на мой могучий стан. Кто с мечом придет, тот от меча и погибнет. Когда он пел воинственную речь, взирая на чистое небо, на заросшие леса и поля, на красивейшую матушку речку, откуда ни возьмись, затмевая солнечный свет, прилетел могучий сокол, сел на своем серьге, заговорил человеческим голосом. Я брат великой красавицы, Мандареллы, богатырь безброчий. Друг мой, слышь мою речь, услышь и запоминай. Отец мой, дух земли, Джоруибай, матушка моя, середей ходой, и золотой птенчик, синица ока, воинственная и дерзкая дочь, крыс Мандарел, отправилась в Нижний мир, бороться с богатырем Нижнего мира, руку богатырю. Аналас волком замахнулся и прогнал в своем сереге мусорол сокола и, обращаясь к верхним моим, заговорил. О, боги мои, посмотрите, с Нижнего мира черной волной на срединный мир наступают темные силы. Дух священного дерева, Аллукмас, отданного Яхоту, дай мне силы, крепкости мышц, неустанную силу, чтоб одержать победу. Открывается золотая кора Аллукмас и выходит с девятисаженной росой ангела Олонхо.
Дочка ворует алена, и серебря потом, воинственная и детская, Кысмендерел находится в большой опасности по велению Джаллахана, начертанной на столбе судьбы. Она предназначена тебе быть женою, матерью славных детей твоих. Ее крутой нрав вряд ли тебе удастся успокоить. От слов Анна потом Allah бодро обиделся и сказал: Тадай, божественная Анна Галаяхотун, я хотел получить благословение и защиту, а ты во мне сомневаешься? Обойдусь ты без обруса, справлюсь сам один. А Галас бодро развязал коня резво, сел на коня и поскакал. Миновал цветущее поле лета, намокал под дождем осенью, по сугробам скакал зимою, перепутал речку весною и очутился на границе срединного и нижнего мира. Услышь мои слова расставания, дальше мне с тобой нельзя, чтобы в тебе не признали богатыря, я добрался и до места, я превращу тебя в старика, рыбака, но когда тебе нужно будет моя помощь, ты только свисти, и я предстану пред тобой. А Галас бодро снял и сложил доспехи богатырские. Стрелы и потерял острый, умевший засунуть в карман. Превратился старика рыбака, пошел навстречу богатырю нижнего мира Волку-Сурку. Поднявшись на каменную гору, Тасмая увидел страшного Волку-Сурку с Кысмендерел. Вот я повелел тебе, Кысмендерел, теперь ты останешься в нижнем мире. Ха-ха-ха-ха! Света белого, невозможно пение. Пока Волку-Сурку так говорил, а Галас бодро превращенный старика рыбака заговорил: Рожденная у духа земли долгую я мать, красы земли севера я потом, из 8 сестер младшая, 9 братьев сестра, воинственная и дерзкая Кысмендерел. Как ты посмела спуститься в нижний мир? Как ты могла драться с Волку-Сурку? Пусть мои уши не слышат твой стон и плач. Позорно тебе должно быть, стыдно тебе должно быть. Вот к чему привели твой дерзкий характер и упрямый нрав. Страшный Волку-Сурку отпустил Кысмендерел и стал опираться своим единственным глазом, чтобы увидеть того, кто это сказал. Oh,
Под свою угрожающую песню воздух открыли вокруг подстава. Рассерженный помолвок и молодец в боках искал фигуру кусок своих боевых доспехов. Тут же они началась некая борьба. Земля собралась, другой вокруг попрятать. Кто нору, кто на ногу возюкнул воду, ручки улетели среди позиции. Туго натянув тетиву своего, она ловко направила самое черное сердце ловку солнцу, и упал побитый и поверженный. Страшно шел краем глаза увидел Ханалас Боту, как прекрасная Кысмандеры убегала далеко за высокую гору. Смотри, смотри, я победил, и сейчас я хочу взять тебя с собой в срединный мир земной. В это время Кысмандеры посмотрела сверху вниз своими черными очами на Ханалас Боту и зычно запела такие слова. Ты бессовестный, я не пойду с тобой. Ты мне не указывай и не приказывай. Прощай навеки. И в тот же миг Кысмандерел превратилась в сердца белого, взмахнула крыльями и полетела высоко в небо голубое. А Ханалас Боту обернулся вокруг себя и превратился в могучего орла, полетел за ним следом. Вдруг небо потемнело, взыгрался сильный ветер, ураган. Пусть Кысмандерел голубое небо загородил безобразный ветер. Для страшного урагана Боту. Ханалас Боту поуспел вовремя и грозным видом прокричал. Вдруг небо еще почернело и занялся сильный ветер, ураган. Тут Кысмандерел голубое небо загородил безобразный ветер. Страшного ужаса. Ханалас Боту подоспел вовремя и грозным видом прокричал. Леди, ты слышишь меня? Отпусти ты стерха белого. Это не птица небесная, это моя Кысмандерел. Пока я не растоптал и не сравнил тебя с землей, отдай ее мне. К испугу Лилия аж посмотрела. От грозного вопля Ханалас Боту отчаянила от страха. Стала завидовать испуга и красно попросила влиться на юг. Стал звать подмогу, словил банду. Прибежала сумасшедшая, хитрая, грязная и нелепая, живая и красавая, дочь безобразного Эльмурея. Прогнал его с поля боя. Началась борьба между Ханалас Боту и Эльмуреем. График Эльмурея сломал Ханалас Боту 8 ребер, растоптал 9 ребер. Ханалас Боту, чуя скорую смерть, стал просить спасения от господ небожителей. Джингихан Тайо, Чингисхан, помогите, спасите.
священным молоком Юринельге напоите. И послушным мои советы и наставления пропускал мимо ушей. Думал, что сильнее и храбрее никого нет? Вот теперь пусть эта борьба будет тебе уроком на века. С годовалого возраста я нянчилась с ним. Судьбою предназначено быть ему спасителем срединного мира. Не откажем ему в помощи. Подайте мне, Юринельге, благословенный кумыс. Рук и ног. Заживали раны, добавлялась сила волшебная. С каждым ударом его Юринельге падал с ног. Врезал в грибы, терял силы, напал в болото и пропал. Победа восторжествовала, добро победило зло. И нашел его в окружении сестер и лоза. Посмеял страх и новым сердцем. Настал тот светлый день, когда пришел защитник жителей Серединного мира. И они вместе отправились в Серединный мир и встретили возле своего Сергея. И начался праздник мира и добра.